1941 году на территории Тулагина-Кильдямского наслега было 5 колхозов. Сталин там, Молотов. Как раз летом должны были строить Намскую и Кангаласскую дороги с участием самого населения. Этому дружочку повезло, родился в мирное время. Его хозяйке Анне Ивановне Уваровской в начале войны было 12 лет. И в каждой комнате этого дома, еще до военной постройки, жили целыми семьями. Однажды в голодное время даже шкуру от двери отодрали и съели. Да, наши старожилы, как хрустальный сосуд, в котором столько тайн и неизвестного. Например, от Анны Ивановны мы узнали, что по другую сторону от Сырдаха все было в пшеничных полях. В то время здесь украинцы жили, дома для них поставили. Население голодало, многие дети умерли от дизентерии. Те, кто остатки зерна с поля или картофеля брал себе, попадали под трибунал. Даже личный скот запрещали забивать, и некоторые, чтобы прокормиться, делали это прямо дома, чтоб никто не видел. В Национальном архиве сохранилось письмо в адрес руководства колхозов. Провал финансового плана в условиях войны является не только недопустимым, но и тягчайшим преступлением, так как это ослабевает оборонную мощь нашей страны, следовательно, и боеспособность Красной Армии. Вот потому-то трудились для победы даже 7-летние. Ситуация, по словам Анны Ивановны, улучшилась с назначением из Мархи Елены Михайловны Уваровской. Сама же наша Аннушка и телятницей была, и огородницей. Зерно взвешивала, на сенокосе работала. Примером мама была передовик производства Анна Алексеевна Уваровская. Доченьку берегла, далеко не отпускала. Разве что в 46-м из-за большой засухи колхозный скот пешком пришлось перегонять в Копяйский улус. А дом вот родной трещит уж давно. Просила раздать жилье, потом не стала. 10 внуков и 10 правнуков у нашего ветерана. Сама в детстве математику любила. Об окончании войны по дороге в школу, что в соседнем Тулагино, узнала. Тогда здесь и дети из Магана, с Капитоновки тоже учились. Кильдямск нравится, во-первых, потому что лес близко и природа. А в школе нравится, потому что это агрошкола. Школа хорошая, во-первых. Здесь хорошо учат. Здесь много детей, можно с ними играть. Мне интересно, что я люблю жить. Другая Анна, Степановна, в 41-м пошла в 1 класс. 9 лет ей было. Вот школага идти таңастен туақтаталары солдаттарға хоғыру туақ. Помню, для фронта теплую одежду собирали. На физкультуре военное дело проходили. Учебный год начинался поздно, осенью, когда все работы закончим. За каждым колхозом корейца закрепляли, чтоб урожай был хорошим. Мы, детвора, с ведрами охотились на еврашек, вредителей. Семен Афанасьевич Илларионов родился на этой земле. В 30-е годы отца его раскулачили. Всю утварь и скот забрали. У малыша и именную чашку отняли. Лишили человека индивидуальности, ведь это нечто большее, чем просто чашка. Отец потом отработал свое право на больших стройках. Красную Якутию строил, техникум связи. Интересно, сколько зерна мы сдали за годы войны государству. Подросткам-то и не интересовался даже. Сено стоговали.
Отдохнуть присядешь, сразу засыпаешь. На сенокос по пропускам по территории колонии проезжали. Лагерники в Тулагино несколько домов построили, говорит. А так якутские балаганы стояли, без пола, с камельками. В конце войны нашему Семену тоже посчастливилось попеть в городской студии с самой Мариной Поповой. Судьбы у Читы Илларионовых очень схожи. Их матери во время войны умерли от туберкулеза. Удивляются, как выжили, ведь одной посудой, постелью пользовались. Кстати, дом наших героев и Тулагинская больница находятся на улице имени Порядина. Этот фельдшер весной 1942 года обязал запретить содержание в домах животных, в том числе телят, оборудовать бани, приезжим проходить санитарную обработку, а председателям колхозов контролировать чистоту водоемов. Вообще тулагинцам везет с хорошими медиками. Супруги Шариновы, Марьяна Курбуловна всегда очень трепетно относились к состоянию здоровья своих жителей. В последние годы рождаемость повысилась после того, как материнский вот этот капитал начали выделять новорожденным. До этого, конечно, было очень сложно жили. Потом газификация поселка все-таки облегчила жизнь населения, я считаю. Школа новая у нас тоже, дети в новой школе учатся. Интересно, сказывается ли на здоровье то, что многие работают в городе? Ну вот сейчас модное, так скажем, да, слово, диагноз такой ставят, хроническая усталость. Вот это вот дает, мне кажется, постоянные поездки, все время они как-то в напряжении ездят. Вот дают, наверное, вот это вот. Некоторые, конечно, устают, действительно. Хронические заболевания обостряются. Отметим, что патриотов в Тулагино-Кильдямском наследии немало. Вот Лариса Кривошапкина отучилась в Хабаровске и лечит зубы своим землякам. Варя Харитонова. Имею 4 детей, поэтому мне в местности селе работать выгодно. Рядом школа. Если бы новая больница была бы каменная, да, тогда вообще хорошо было бы. Хочется поздравить наших ветеранов медицинской службы. Это Анастасия Ивановна, ветеран, была у нас много лет отработала медицинской сестрой. Также Раиса Дмитриевну Макарова. Парасковья Даниловна вам сейчас об этом будет говорить, о своем отце. Радует, что потомки участников войны продолжают жить на малой родине своих предков и развивают ее. Был одним из лучших стрелков и в 1942 году был призван, когда ему было всего лишь 23 года, то есть очень в раннем возрасте. Был участником обороны Сталинграда, они воевали там очень долго. И, значит, в это время он был ранен в руку, был демобилизован обратно на родину. Главное воспитание, он считал, что это труд, и нужно обязательно трудиться, чтобы чего-то достичь. Поэтому с детства прививал нам любовь к огороду, к земле, к нашему поселку. Научил нас очень хорошо рисовать, он был очень талантлив. Наши ученики, они очень добрые, очень отзывчивые, очень трудолюбивые. Недавно был благотворительный концерт, посвященный одному ученику нашему, который оперировался в Москве. В итоге, значит, мы собрали немалую сумму, и наш ученик поехал в Москву, удачно прооперировался, с ним сейчас все хорошо. Во-первых, Тулагино – это наша малая родина, место, где мы родились, где мы выросли, где все наши родные, друзья. Здесь также наша любимая родная школа, в которой благодаря нашим учителям мы проходим свои первые стадии жизни. Также у нас очень красивая природа, приятно прохаживаться по улицам и рассматривать такие замечательные пейзажи. Я очень рада, что родилась именно здесь. Я хочу сказать, что я не представляю свою жизнь в городе. Город – это суета, а я люблю тихое и спокойное место. Здесь, в Тулагино, это тишина, спокойствие и уют. Я бы очень хотела, чтобы в нашем поселке было больше спортивных. У нас бассейн, удобные беговые площадки, баскетбольные площадки.
Я бы также хотела, чтобы у нас появился бассейн и чтобы больше скверов появилось. Я бы хотела, чтобы у нас появилось целое здание, даже музей, посвященный Великой Отечественной войне. Да, к сентябрю в Тулагино обустроят сквер ветеранов. При въезде в село появится новая стелла, игровой комплекс на улице Октябрьской и спортивный зал в Кильдямцах. Вот в этом году планируется начало строительства газораспределительных сетей. Это участки Кумахтах, да. По данному направлению с республики Саха-Якутия было выделено денежные средства в размере 10 миллионов рублей. Потом у нас планируется строительство 24-квартирного дома, это в радиоцентре, да, для работников бюджетной сферы. Потом у нас в планах стоит строительство детского сада на 240 мест, это в селе Сырдах. На данный момент проект разрабатывается, проектно-сметная документация. И сейчас заявка от города в правительство Республики Саха-Якутия подана на эти мероприятия. Помимо этого у нас планируется газификация наших сельских клубов. Это по линии управления культуры. Это в селе Капитоновка клуб и в селе Кильдямцы тоже газификация планируется. По словам нового начальника управления Тулагино-Кильдямского наслега, живут здесь инициативные и легкие на подъем люди. Вот видим, накануне праздников вышли на субботник. Это обязаловка. Второй раз выходим. Ну, помимо работы мы участвуем во всех мероприятиях, вот такие как субботник. В клубе много мероприятий проходит, сейчас тем более к 70-летию Победы. Музыкальные конкурсы. Коллектив у нас оказался музыкальный, творческий. В каком конкурсе это? Вот. Ну, это к 70-летию Победы. Сейчас мы 6 мая участвуем. Проходил у нас литературный конкурс, мы принимали участие. Нам решили мы поставить небольшую постановку из 3 мушкетеров. Итак, каждый вносит свою маленькую победу в общее дело. И что бы там ни говорили приверженцы глобализации о стирании государственных границ, именно любя и ценя свою малую родину, можно сделать что-то большое.